Лен, ну привет. Привет. Очень классно находиться у тебя в гостях, дома, приятно так, прям атмосфера такая семейная. Не буду долго тянуть, мучить тебя, и поэтому сразу хочу задать вопрос. Как так получилось, что ты вот на данный момент являешься такой восходящей звездой удмуртской эстрады? Ну, она так и есть. Как получилось так, что ты решила вообще петь? Ой, ладно, уже который раз рассказываю, но снова расскажу. Мне подарили просто песню. Альбина Беспалова мне подарила. Написала? Да, текст, музыку все написала. Ваня сказал, ну раз ты вроде песню даришь, музыку, текст, тогда я вроде аранжировку давай тебе напишу. И вот получается первая песня, она была вот прям конкретно просто подарком, никто даже в мыслях не было ни у меня, ни вот у друзей в том числе, что я буду петь. Это просто, ну, давайте вроде споем, давай споем. И все. Песню спела, и народ, друзья, публика говорят, Лена, почему ты не поешь? Ты же вроде как можешь немножко, давай пой. И все. Потом вышла вторая песня «Яратон». И вот уже после «Яратон» я поняла, что я уже, наверное, останавливаться-то не хочу. Мне нравится. Пошла в кураж. Да, мне очень нравится. А песня, записанная первую, значит, получается, что песню вот подарили Это ребята. подарок, да. А вторую песню уже целенаправленно записала сама. Да. У Вани также, у Котельникова. Угу. Получается, что вообще песни записываешь у него всегда, да? Ну, в основном, да. Тексты сама не пишешь или есть такое, что... Ой, вот у меня проблема в том, что я не умею разговаривать на удмуртском. Это такая большая проблема для меня, я так расстраиваюсь. Я понимаю, что на русском я стихи очень хорошо пишу. Это прям вот... То есть на русском ты все-таки пишешь? Да, да. А вот то, что вот на удмуртском-то разговаривать не умею, это вот, к сожалению, моему великому сожалению, а так хочется писать на удмуртском песни. Но если получается на русском, я думаю, на удмуртском вообще получилось бы тоже 100%. Да, конечно. Просто надо пробовать говорить. Мне кажется, ну, я понимаю, что ты разговорную речь понимаешь. Да, все понимаю. Ну, да. Может, там какие-то слова, возможно, не пойму, но по смыслу я все равно пойму, что слово было. Надо практиковать, и это все да, тогда... Вот это сейчас прям вот такая цель для меня. Я хочу научиться писать на удмуртском песню. Да, и тем более, если получается, я думаю, да, будет здорово. Хорошо. То есть нужно сказать, что вот вообще, получается, не было такого большого желания прямо петь, а это была, ну вот, с подачи друзей, да? Это же так получается? Да, желания петь особо-то вообще не было. Ну, вроде пою, ладно. Под гармошку пели, поем там на праздники какие-то, да, вот так вот, и все. А как получилось так, что ты уже теперь, ну, с песней вышла на сцену? Тебе там кто-то предложил, ребята, или как это получилось? Ну, мы разговаривали как-то с Владом, с Горжаком, что он меня спросил, ты как бы реально вроде хочешь, ну, все, дальше идти? Я говорю, хочу. Ну и все, и потом, получается, open в Шаркане. То есть они тебе говорят, ну, давай, типа, попробуй на Open Air, да, в Шаркан? Как это было? Все, что там всех пригласили, всех артистов, я Владу пишу, а почему, говорю, меня, говорю, не приглашаете? Он такой, вроде, а ты хочешь? Это же было удивительно, что, в принципе, я куда-то пойду. Я же не планировала изначально-то все это делать. А ты хочешь, говорит? Я говорю, думаю, что мы сначала с дискотек начнем. Говорю, хочу. Все, так и попала туда. То есть, ну, довольно осталось своим выступлением? Ну, в принципе, конечно, пусть косячно, но опыт. Косячила, да. Понятно. Ничего страшного. Вообще, если говорить, может быть, это когда-то была мечта, вот сейчас это получилось, может, ты в детстве мечтала петь, такого не было? Было. В детстве я кем только не хотела быть, и певицей, и актрисой, ну, вообще, вот прям вот все вот такое, что с экранами телевизора, я вот всегда вот так вот хотела, вот так вот, на камеру так вот разговаривать. Звездочкой такой, да? Ну, а ты сама вообще, ну, ты творческая личность, которая, если ты пишешь стихи, то есть творчество в тебе хлещет, да? Да, я думаю, да. Здорово. Еще раз, когда смотрю
когда ты выступаешь на сцене. Ну, мне кажется, что это современно, и твой образ, и музыка. Ну, мне, по крайней мере, приятно на это смотреть, слушать. Я уже говорила вообще о том, что ты достаточно критично к себе относишься. И бывает ли такое, что критика поступает от других людей? В плане творчества, в песен творчества. бывает. Но вот конкретно моя аудитория в Инстаграме редко что-то мне плохое напишут в плане моего творчества. Они там: ой, Лена, давай. Вот. А поступают негативные комментарии в группе Ктоника ВКонтакте, где я не сижу. Я там музыку только послушать захожу. И все. И там пишут, да, что вот, петь не умеет Филимонова. Или: ой, что за ужасный образ на дискотеке был. У меня был такой открытый сексуальный топ. Да, я помню. Классный. Вот. И, к сожалению, чаще всего это возрастная публика вот так вот реагирует. Мое творчество вот сейчас, в данный момент, не направлено на взрослую аудиторию. Я чисто под молодежь. Я не планирую себе добиваться фанатов, которым 60 лет, допустим. Вот мы, молодежь, вот. Мне это нравится. Наверное, просто удмуртские артисты немножко скромные все-таки. Да, мы часто об этом говорим. Да, ну такая вот я. Я, наверное, не скромная немножко. Ну, более откровенная, живая, честная. Мне кажется, да, в этом. Ну, вот смотри, помимо того, что ты поешь, и я понимаю, что сейчас ты собираешься развиваться, да, дальше? Да. Как вокалистка, как исполнитель. Ну, потом тексты будешь писать. Мы знаем тебя еще и как блогера. В первую очередь, как бы, да, у тебя там сколько, 10 тысяч подписчиков? Ну, до десятки пока немножко не дотягивает. 9 450. Скоро, да. Вот смотри, твоя публика в Инстаграме, это, как правило, удмуртская публика или нет? Имеешь в виду прям национальность? Ну да, вот смотри, вот ты начала петь удмуртские песни. Так. Они что там пишут? О, классно, там мы понимаем, или там... Очень много удмуртов. Очень много удмуртов, Ну да, ну прям вот. То есть по много. большей части? Вот этого я не могу сказать. Мне кажется, нет все-таки. Удмуртов, наверное, поменьше. А как они восприняли вот этот вот твое увлечение? За счет как раз-таки их, за счет того, вот, когда вышла моя первая песня, от их откликов о песне, от их реакции я поняла, что я хочу двигаться дальше. То есть вот благодаря вот этим как раз-таки моим подписчицам в Инстаграме, удмурткам, которые оценили и сказали: Лена, давай. Классно, да? Вот, да, это прям вот такой, наверное, был основной пинок, скорее всего, от них. Угу. То есть Инстаграм тебя подбадривает, получается, да, и дает какой-то там, не знаю, дальнейший стимул, когда люди говорят: давай, классно, продолжай. Да. Вот, исходя из этого, Инстаграм наверняка занимает большое количество времени. Большое. И насколько Инстаграм для тебя, можно, не знаю, в процентах или как это вот, насколько реально ты отображаешь свою жизнь там, реальную жизнь, или это по большей степени типа, ну как бы как работа, красивая картинка, правильное восприятие, или ты прямо вот конкретно там семью, себя, частичку отдаешь прямо Инстаграму? Все знают, кто на меня давно подписан, что Инстаграм — это вот прям моя искренняя, настоящая жизнь. То есть у меня нет такого, что так, сейчас быстренько накрашусь, как бы доброе утро всем скажу. У меня такого нет. Вот проснулась, поздоровалась, там, вот приехала с работы, давай-ка кушать, готовить, там, детей показала, вон кошку показала, огород показала, работу показала. То есть нет цели создать какую-то красивую картинку. Это мой блог, который ну просто моя жизнь. И все там искренне. Вот. То есть получается, что ты реально делишься, ну, как бы, с большим количеством людей своей, ну, своим каким-то личным, да? Да, ну, конечно, есть моменты, которые им знать не обязательно. Понятно, я много очень утаиваю, ну, это понятно, почему я должна всем все рассказывать. Понятно. А так, как бы, основная жизнь, она в Инстаграме, да. Как к этому относятся близкие люди, ну, в первую очередь муж?
Муж раньше был очень против. Раньше был против, и ты что, переубедила? Потому что в моем случае это как бы вообще не снимайте меня там. Он был против, всегда говорил: ты почему все выкладываешь? Не снимай. Ой, сколько можно? Вот так вот он все время говорил. Я ему объяснила: Андрей, я говорю, понимаешь, что я вот веду свой блог. Людям интересно, люди начинают, получается, на меня подписываться. Это в первую очередь мои потенциальные клиентки. У меня 85% это девушки, подписчицы. И все мы новые подписчицы в той или иной степени это мои потенциальные клиентки. То есть, если человеку интересно мой блог смотреть, он будет на меня подписываться. В первую очередь, все-таки, наверное, большой плюс от количества подписчиков это что мой заработок увеличивается от того, что приход людей, так скажем. Если у меня было бы 1000 подписчиков, ну понятно, там, 2 человека, допустим, с 1000 подписчиков пришло ко мне наращивать волосы, например. Если у меня 9000 подписчиков, 90, например. Ну, конечно, чем больше, тем лучше. Ну, так, если грубо говоря сказать. Вот, я ему это все объяснила. И он вроде как смирился, понял, сейчас даже ничего не говорит. Ну, бывает, что-нибудь выложу. Бывает, что ему не очень понравится. Чего ты мне все время выкладываешь? Он мне говорит, не надо мне выкладывать. Я говорю, тебя и так и уже все, говорю, знают, говорю. Нет, сейчас уже вообще нормально. То есть даже, допустим, что-нибудь покушать приготовила, телефон такая взяла, я говорю, не ешь пока, сейчас сфотографирую. Он такой, все, нет, можно уже поесть-то сесть. Вот, или, опять началось, вот так вот. Ну, понятно, в общем. Ну, в принципе, мне кажется, многие мужчины так реагируют. А дети хотят быть частью Инстаграма? Ну, да, недостаточно уже, не знаю, взрослые осознанные. Да, они даже у меня говорят, мама, сделай, пожалуйста, опросник в Инстаграме, я хочу отвечать на вопросы. А, вот, ну, Элина недавно, да? Да, Владик тоже говорит, мама, мама, я тоже хочу вопросы, вроде, давай. Да, Владик? Вот такие вот. Лен, смотри, в Инстаграме, да, ты как бы блогер русский. Говоришь о том, что не получается сейчас писать на удмуртском, очень хочется. А вообще, почему ты решилась петь на удмуртском языке? Можно и на русском песенки красивые петь. У меня друзья, удмуртские певцы, ты их всех знаешь, и, наверное, все-таки я очень люблю их песни. Я тоже хочу так классно, такие песни классные писать. И, наверное, все-таки это сподвигло, что почему на удмуртский, но потому что я люблю их песни, я хочу, чтобы мои песни тоже любили. И прям вот удмуртский, потому что я сама удмуртка чистокровная. И мне очень нравится, вот это прям вот мое. Вот просто вот русскую, когда включили песню, да, классно. А когда удмуртскую, да, классно, но еще и плюс душа радуется. Вот, душа еще радуется. У удмуртов у всех под удмуртские песни радуется душа. А дома родители, твои родители, они говорят на удмуртском? Ну, между собой, да, разговаривают, а так, если вот в диалоге со мной или с братом, то на русском. В детстве тоже не говорила на удмуртском? Они никогда со мной на удмуртском не разговаривали. Так могли там пару фраз, и то мама там что-нибудь так скажет. Папа никогда с нами на удмуртском не разговаривал. И вот, не научилась ведь удмуртскому-то теперь. Ну, а как они сейчас относятся к тому, что теперь вот ты поешь удмуртские песни, и то, что вот у тебя началась какая-то вот новая такая страничка, можно сказать, в жизни? Мне кажется, радуется. Да, радуется? Да, И с точно. удовольствием слушают твои песни, наверное. Я думаю, да. Ну нет, не говорят, что типа, ну, классно, ты такая умница, ну. Мама говорит, ты молодец. Папа у меня просто он такой, не вытянешь из него вот так вот особо-то, да, слова. А мама, да, говорит, молодец, типа, как настоящая звезда. Я думаю, что это все впереди. Будем слушать твои песни и ждать новые хиты. Скоро будет, кстати, новый хит. Надеюсь, это будет хит. Будет хит. На следующей неделе. Ну что, поедем по твоим делам, посмотрим, как проходит твой день, где ты работаешь, что успеваешь делать за Да. день. Переодевайся. Думаю, тебе понравится. Поехали.
Так, Лен, ну что, мы у тебя тут в твоей шикарной студии, где просто я вот зашла и поняла, что тут, ну, прямо магически как-то все шикарно, красиво, и даже захотела нарастить себе волосы. И наверняка уже все знают, что ты этим занимаешься, и вообще это главный вид, да, деятельности, который приносит тебе заработок. Да. Так это? Да, это моя основная работа и единственная. Единственное, и благодаря ей можно потом и песни записать, Да. и что-то другое побаловать себя. Понятно. Но я вижу, что ты вообще прям трудолюбиво, с большой любовью подходишь к своей работе. Как клиенты, которые вообще, база твоих клиентов, она уже вот есть постоянная, или это что-то всегда, это новые люди, которые приходят? Есть те люди, которые уже постоянные клиенты, наработанные годами. Также приходят новые, соответственно, это сарафанное радио. То есть мои постояшки, они советуют меня другим девочкам, например. Ну, Инстаграм. Инстаграм это вообще святое. У меня все клиенты через Инстаграм. Угу. А бывает ли такое, что во время работы ты там, ну там, не знаю, слушаешь свои песенки, потанцовываешь? Нет, у меня работает вот телевизор, товарищ, друг, и все слушаем Муз-ТВ. Муз-ТВ себе. А вообще слушаешь свои песни? Конечно, обязательно. Угу. И поешь там, семья тоже, наверное, вместе с тобой. Угу. Понятно. Вот сейчас эта работа, да, вот в твоей студии. Раньше чем ты занималась? Вообще я по образованию юрист, у меня высшее юробразование. Работала юристом, но не длительное время. До декрета, возможно, в общем и целом, если все вот места работы соединить, наверное, год. Юристом год? Да, но это сначала тут немножко поработала, потом там, и все, потом ушла в декрет. И уже с декретом поняла, что на кого-то работать я не хочу, потому что просто не хочу. И решила, что, наверное, все-таки нужно что-то свое открывать. Угу. Почему юриспруденция вообще, да, ну, не знаю, не сложилась, не понравилась? Это очное было, да, обучение? Изначально было очное, потом в связи с беременностью, с первым ребенком я перевелась на заочку. Ну, не знаю, наверное, возможно, когда я шла обучаться на юриста, все-таки влияли родители. Юристы это престижно, это хорошо, мне говорили. Ну, в силу возраста понимала, наверное, да, нужно пойти на юриста. Но работа не приносила никакого удовольствия абсолютно. Ну и заработок тоже. Понятно. Что касается вот нынешней работы, ты любишь свою работу? Очень. Очень? Да. Это здорово. Данное помещение вот этой студии, это съемное? Это помещение пока в собственности банка, оно в ипотеке. Ну скажи, если не секрет, какой доход приносит тебе твой бизнес? Нет предела мечтаний. Не знаю, для меня всегда будет мало, мне кажется. Я понимаю, что для Ижевска это очень хорошая сумма, но хочется больше. То есть, допустим, вот я ставлю себе цель. Я вот поставила себе цель, вот на последние полгода я не должна заработать меньше вот такой-то суммы. Если меньше заработаю, я не знаю. Ну, серьезно, цель поставила, и пока прям стабильно держусь. И, конечно, хочется больше. То есть с каждым годом растут запросы. Это раз. Но я понимаю, что деньги нужно зарабатывать, стараться. Так что вот. Понятно. Будем дальше развиваться. Есть в планах идея расшириться? Обязательно, конечно. Не все сразу. Нужно все обдумать. Лен, ну вот мы пришли в студию вокала, собственно говоря, где ты занимаешься и поешь. Ну, тебя тут прям встречают как такого вип-гостя, да? Да. Прямо такие, это чувствуется. Скажи мне, пожалуйста, почему решила заниматься вокалом?
Я считаю, что мои вокальные способности не настолько развиты, как мне хотелось бы. Уже все знают, что, в принципе, я нигде не обучалась. Полгода в школе, это я не считаю, это было очень давно, мне было там лет 13. Ну и, соответственно, если ты хочешь выйти на сцену, ты заявляешь себя как удмуртского исполнителя, будь добра, подтянуть свои вокальные данные. Я решила, что нужно, поэтому вот начала ходить. В общем, все честно. Понятно. Ну, нужно сказать, что ты очень критично к себе относишься. Это всегда видно, да, в Инстаграме, вплоть до того, что там тебя показывают, там, не знаю, по телевизору, там, не знаю, клипы, песню, да? Там, не знаю, минута позора, что это вообще такое? Откуда это? Зачем это вообще? Я не могу это объяснить, но я очень к себе критична вообще во всех планах. Мне кажется, я чего-то во мне недостаточно. Этих же вот вокальных данных у меня недостаточно. Даже в работе я уже 4-й год работаю, и я понимаю, что в принципе я хороший мастер для нашего уровня, особенно Ижевского, да, но я все равно понимаю, что у меня недостаточно знаний, я недостаточно крутой мастер. То же самое вот касаемо даже внешности, я недостаточно красива. И у меня всегда вот какие-то есть моменты, над чем я работаю. И обучаешься. Да, то есть всегда корректируешь то, что тебе в себе не нравится. Понятно. Как вообще находишь время? Я предполагаю, что, наверное, график достаточно плотный. Как находится время и еще заниматься вокалом? И как вообще это часто? Ну, сейчас на данный момент у меня преподаватель приболела, а так я старалась ходить 2 раза в неделю. Ну, по сути, мне от работы сюда ехать 10 минут. Неудобно, то есть я выбираю себе время, час на само занятие и полчаса туда-обратно на дорогу. И все равно стараешься все уместить. То есть и работа, и дом, и свои какие-то занятия. В целый день пытаешься как-то умещать. Ты кайфуешь от вокала, от того, что поешь? Да, очень. Ну, это самое главное. Еще хотела спросить, конечно, на чем-нибудь играешь? Я играла, пыталась, когда ходила вот на 8 классе на обучение в музыкальную школу, обычно сельскую, на фортепиано играла. И все, собачий вальс только помню. Собачий вальс тоже хорошо. Девочку маленькую могу еще сыграть. Ну что, мы сегодня много где побывали, посмотрели, чем ты занимаешься, и нужно сказать, что день достаточно насыщенный. И один из моментов, да, сегодня мы побывали в магазине, где ты, собственно говоря, делаешь рекламу для Инстаграма. Да. Вот. Отсюда вопрос, как часто вообще берешь рекламу, как на этом вообще, это еще один путь заработать деньги, и какой это вообще приносит доход, и как это вот? Так, ну сразу же скажу, что рекламу я беру не всех беру, только тех рекламирую, вот если мне интересно вот самой, то я сделаю рекламу. А если мне что-то предлагают такое вот, ну что ты... Ну, я понимаю, что, возможно, моей аудитории это будет неинтересно. И я отказываю. Ну, не хочу вам рекламу делать. А если вот одежда, там вот это вот прям девчачье такое, да, косметика, вот, например, еда очень хорошо. Еда всегда идет, заходит. Ну, потому что кушать-то человек же хочет каждый день. И это вот еда прям вот очень актуальна, да. Насчет доп. Заработка, да, какой-то доп. Заработок есть. У меня нет цели прямо так вот конкретно зарабатывать на этом, но цену свою рекламу я знаю и бесплатно никому ничего не делаю. Если честно, то вот так.
Ну, то есть ты не оцениваешь, как это как дополнительный заработок реальный прям такой? То есть там нет такой выгоды? Там нет такой большой суммы, чтобы я это расценивала как дополнительный заработок. Мгм. Хорошо. Например, от какой рекламы отказывалась? Очень часто я отказываюсь, если вот, ну, к примеру, доставка шашлыка, например. Ну, часто действительно... Еда. Ну, сейчас конкретно про мясо, допустим, поговорим, да? Мне пишут, вот, привезем вам вкуснейшее мясо, там, все это, денежку вам дадим. И ты уже понимаешь, что нет, я уже с другими ребятами работаю, я люблю мясо вот этих вот ребят, с вами работать не буду. Тем более, ну, это такой, наверное, все-таки... Ну, диссонанс немножко будет у публики, что сначала вот она про них поговорила, потом вот об этих поговорила. Еще самое интересное, когда говорят, о, это самое вкусное мясо в моей жизни. И потом через неделю про других, о, это самое вкусное мясо в моей жизни. Это неправильно, я так не хочу делать. Ну, то есть как бы правильное расставление приоритетов, да, как бы? Если вот это, с этим мясом работаешь, с этим мясом работаешь, все. Или, допустим, вот одежда, платьишки. Тоже ведь уже тоже не пойдешь там вот показывать. Только если вот магазин чем-то отличается, платьишко там еще что-то такое интересное есть. Да, вот тогда да. А так это уже получается такой некий, наверное, все-таки обман. Я часто отказываю мясу и роллам. Потому что у меня вот есть и мясо, и роллы, с которыми я работаю уже давно. Сотрудничаешь, да, и вкусно, и нравится Да. всё. Пока ехали к тебе домой, я понимаю, ну, прилично все равно каждый день туда-обратно ездить за город. Удобно тебе? Да, я привыкла уже. Да? Ну, мне кажется, близко. Кажется, что, ну, относительно близко, но все равно вот этот путь, понятно же, что нужно там детей в школу, в детский сад. Ну, смотри, человек, кто-то, допустим, вот тот строитель, там, вот машиностроитель едет в центр, например, по пробкам, да, вот полчаса на машине, например. Я, получается, вот так же от дома до работы до центра, также за полчаса доезжаю. То есть полчаса? То есть здесь-то вот поехать до начала города, это буквально минут 7 занимает. Остальное, и все, город, вот, пожалуйста. То есть это мы просто ехали через пробки? Да, меня вообще никак не затрудняет. То есть я без пробок за 15 минут можно до центра долететь вообще спокойно. По пробкам, ну так, 25-30 минут обычно меня занимает путь. Давай, ну-ка, порепетируй громко. Яратон, яратон. Somos monolugilon. Шумбатон, курактон. Яратон, яратон. Молодец, Давай. какая! Или лучше киты манеку тода. Ну-ка, давай. Китимунеку тода, шин мамина мушкода, а літина щот кювачко. Шилем бардачіп тода, мусоночу палода, Чошенова мышла, что маулон. Что слышу, то и пою, дай дочь. Короче, тоже это будущее, это певица. А спойте любимую песню лучше, Катюшу она у нас поет. Она вообще нас очень любит петь. А не хочу Катюшу. Ты же любишь Катюшу? Скажи, сегодня все для мамы. Какая Катюша? Какая Катюша? Сегодня только мамины песни. Лен, ну скажи мне, пожалуйста, как с такой занятостью хватает времени для того, чтобы еще все это выложить в Инстаграм, снять, как ты там успеваешь приготовить вкусно покушать, не знаю, провести время с детьми, с мужем. Как? Я, честно говоря, сама иногда удивляюсь, как я это все успеваю. Не знаю. Правильно спланированный день и все решает. Все под запись. То есть ты под запись? У меня, утро получается. Там все, вот 9 часов вот это, потом вот это, потом вот это. Это все вот эти в основном рабочие моменты. А все, что дома, уже, конечно же, ничего под запись нет. Так, да, всегда все записываю. Что мне нужно сделать обязательно. Не запишу, забуду, потому что в процессе бегаешь, и можешь забыть. Элина, скажи мне, пожалуйста, ты знаешь то, что у тебя мама восходящая звезда удмуртской эстрады? Нет? Но она же у тебя песни поет. Она просто таких слов, наверное, не знает, она не поняла. Ну ты, знаешь, что она у тебя блогер и в Инстаграме сидит? Да. А ты хочешь быть блогером? Я також блогер. Оказывается, я с кем общаюсь-то, ну все понятно. Будем дружить?
Скажи, подписывайся на меня в Инстаграме. Буду Как подписываться. подписываться, мне лайк в Инстаграм удалил. Восстановим. Кто тебе удалил Инстаграм? А кто это? Не специально же. Потому что ты... Это же не по-настоящему твой телефон. Владик. И что? Это мне все нужно. Владик, скажи мне, пожалуйста, ты уже в каком классе учишься? В 5. А у тебя в школе, там, не знаю, друзья, одноклассники знают, что у тебя мама блогер? Вообще Или- никто не знает. Никто не знает? А ты бы сам хотел быть блогером? Нет, наверное. А что-нибудь там из вокальных данных, или может ты там хорошо поешь, или там что-то есть такое? Хорошо поет. Я вообще не люблю петь. Ну, в общем, ты не публичная личность, как мама, да? Мама, Зато это скажи, да? Только лишь бы где-нибудь. спеть. Понятно. Ну что, мои хорошие, я вам хочу сказать большое спасибо. Спасибо за то, что ты уделила целый день для нас, что мы побывали у тебя в гостях. Замечательная семья, замечательные дети. И будем ждать еще раз твоих хитов. Спасибо большое. Тебе спасибо. Пожалуйста. Всегда пожалуйста. Пока.